В микрорайоне Сосновый в Нерюнгринском районе идет строительство двух 60-квартирных домов. В эти объекты заселят 120 семей. Напомним, что возведение жилых домов в районе активизировалось после того, как ситуацию на месте под личный контроль взял Егор Борисов. Рассказывает наш корреспондент Надежда Акимова. Звук строительных инструментов и техники каждый день слышат жители улицы Чурапчинской. На строительном объекте микрорайона Сосновый продолжается строительство двух пятиэтажных 60-квартирных домов. Бригады работают без выходных, ведь сдать дом они должны до декабря месяца. У нас есть полная уверенность, что застройщик нас не подведет и дома будут сданы в срок. По соседству на этой же территории работают два экскаватора. Выкапывают котлован еще под один дом, который, согласно программе, городские власти должны переселить в 2015 году еще 60 семей. Заложили третий котлован под строительство третьего дома, который мы строим в рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья. В середине следующей недели мы планируем начать заливать фундамент. Также для этого года по программе переселения из федерального бюджета выделили средства для приобретения 173 квартир на вторичном рынке. Городская администрация активно осваивает деньги и уже куплено 38 квартир. 12 семей отметили новоселье. Поздравляю. Спасибо вам за ваше терпение. На конец 2014 года жильем будут обеспечены 363 семьи. До 2017 года городским властям останется переселить около 1000 семей. Программа переселения в Нерюнгри движется быстрыми шагами. Никто раньше и подумать не мог, что для многих семей проживание в аварийном жилье останется в прошлом. Улучшение качества жизни и перемены для нерюнгринцев значительные. Курс правительства республики, заданный год назад, работает в правильном направлении. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Сахалин.